Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет вас сейчас, в ближайшие минуты, часы и дни? Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация для вас, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Мои хорошие, давайте будем разбираться. А что ждет, а что будет, что случится, чему быть, чего вам не миновать, что сама судьба для вас приготовила. Смотрите, вот здесь показывают, что вы с кем-то сможете поговорить по-настоящему. Какой-то открытый, честный разговор, как будто бы гору истончает. Да, возможно, вы друг друга неправильно понимали, возможно, между вами какое-то напряжение возникло, возможно, недопонимание, да, рассорка произошла. Но благодаря честному разговору, то есть вы высказываете все, что думаете, о чем переживаете, на что настроены, помогает гору истончить. Гора прям такая маленькая-маленькая становится, видите, как крошечный бугорочек. Разговор очень ценный и полезный. Разговор просто вот как колет лед между вами, да? Хороший разговор, ну и слава Богу. Ссориться плохо, в негативе жить плохо, в напряжении жить плохо. Да, надо говорить, надо договариваться и друг друга понимать. Дальше. Смотрите, какой бумеранг. Бумеранг, который у вас влево улетает, в какого-то пустого человека, как шарик, да, человек пустой, воздухом наполненный, попадает. Готовьтесь к тому, что вы услышите новости, а может быть и своими глазами увидите возмездие, да, в чистом виде. Тот, кто виноват, кто был неправ, у кого руки грязные, язык грязный, сердце черное, получит свой бумеранг. Бумеранг, надо отдать должное, очень крупный. Значит, ударит больно, да, либо достанется крепко этому шарику. Человек пустой, да, человек, который себя там раскачал до невозможных размеров, творил всякую дичь, почем зря, теперь получает бумеранг. За вас бумеранг, за все хорошее и плохое. Ну вот летит, да, может, это бумеранг судьбы. Летит со страшным этим шумом, свистом и попадает в этого человека. Либо узнаете, либо на ваших глазах. Дальше показывают, ну, не знаю, гусь, наверное, длинная шея. Да, это гусь. Шея длинная, а тельце маленькое. Ну, такой гусь точно не будет яйца нести. От такого гуся как толку мало, да. Что там шея? На шее мяса особо даже нет, да. Гусь, который вам не нравится, и гусь, который вам не подходит. Может быть, это какое-то вознаграждение, может быть, это как результат чего-то, да, вот взяться за работу, получить результат. Вы скажете, нет, мне такие гадкие гуси, там, утки, или как они, гадкий утенок, да, мне такой гадкий утенок не нужен. И вы знаете, это очень правильное решение, за которое вы себе спасибо скажете, потому что этот гусь, он на самом деле очень проблематичный, потому что он лапками в большой такой какой-то куче мусора зацепился, запутался. И вы представляете, вы бы подписались на какую-то максимально неблагодарную работу, которая забрала бы у вас все время, все силы, всю энергию, а награда была бы вообще мизерной, либо никчемной. Слушайте, ну вам, да, интуиция подскажет, либо ангелы нашепчут, да, чтобы вы отказались, и вы откажетесь. Дальше, с правой стороны у вас глаза откроются. Возможно, сами высшие силы вам откроют глаза на некие возможности, которые буквально вот вокруг вас. Вы по ним ходите, вы между них ходите, но вам и в голову не приходит, что это возможности. То ли глаз замылился, то ли вы так уже устали, что вы не видите, ну вот как ценности, да,
в том, что вас окружает, а высшие силы конкретно откроют вам глаза. Это можно сравнить с тем, что вот человек говорит: меня осенило, да? Либо я увидел перспективы, где другие не видят. Либо, может быть, даже вам какой-то человек даст подсказку, а вы так посмотрите, прикинете и скажете: точно, точно, это классный вариант, это то, что мне необходимо. Но я вижу, что именно высшие силы для вас стараются. Может, вы там жалуетесь, что нет возможностей, нет, скажем так, шанса на прорыв, на то, чтобы что-то заработать, либо получить. И высшие силы такие: ну как, открой глаза, все же рядом. Все же как на ладони лежит. Ну, такое иногда бывает, со всеми бывает. Так что главное, что хорошо закончится. Дальше. Спокойная вода показана. Если была какая-то конфликтная ситуация, обстановка, напряжение, да, спокойная вода, то есть это сглаженный конфликт. Смотрите, у вас уже второй знак. Здесь вот эта гора, а здесь у вас спокойная гладкая вода. Если вдруг вы где-то там на морюшке, да, либо поедете, то шторма точно не будет, да, либо вода будет максимально теплой, гладкой и приятной. Дальше. Вам предлагают на выбор какие-то, галоши, скорее всего. Да, это галоши. Помните, как галоши выглядят? Я помню. В детстве у меня даже были валенки с галошами, да. Были, точно были. Галоши. Ну, во-первых, галоши, они для чего? Для грязи, для слякоти, да, чтобы вот обувь не испачкать. Вам предлагают на выбор побольше и поменьше. Предлагают от чистого сердца. Вы знаете, я так скажу, с такими друзьями, либо с такими добрыми людьми, которые вас окружают, вы точно не пропадете. И у вас прям сердечко благодарностью преисполнится. И вот как тепло по телу пойдет, по венам пойдет тепло. Скажете: боже, какие хорошие люди вокруг меня. Заботятся обо мне. Галоши вот принесли, еще и на выбор принесли. Слушайте, ну так приятно вам будет. Прям отогреетесь. Мне идет, да, вот этот внутренний холод, стресс, там, депрессия, агрессия, да, вот, которая извне приходит. Вы прям отогреетесь. Спать хорошо будете. С улыбочкой. Вот как-то заснете и с улыбочкой проснетесь. Конечно, когда добрые люди, настроение тоже хорошее становится. Но вам точно понравится. Дальше. Кто-то с рогами точит свои рога. Точит, прям затачивает, знаете, как будто бы пилка, либо какая-то там машинка, да, затачивает свои рога. Наверное, это какой-то момент, призванный к тому, чтобы напугать людей, либо там как-то устрашающий момент, не знаю, типа: бойтесь меня, у меня вот такие острые рога. Но вы не из пугливых. И я вижу, что вы какую-то даже шутку придумаете, либо какое-то ваше высказывание станет буквально вот крылатым. Да, что-то такое скажете, что человек прям потухнет, как лампочка, еще и будет опозорен, пристыдится, и поймет, что не на того нарвался, да, либо не на ту нарвался. Точи рога, не точи рога, все равно никого не напугаешь. Тоже мне козлик, да, или кто там, кентавр какой-то, не кентавр, а этот минотавр, точно. Кентавр — это человек-лошадь, а минотавр — это человек с головой быка, да. По-моему, так, да, если я точно помню греческую мифологию, по-моему, так было. Но если не так, то вы меня, пожалуйста, поправьте. Не стесняйтесь. Дальше показывают цветочек, который только лишь начинает раскрываться. То есть он как в бутоне находится, да? Но бутон такой уже готовый распуститься. С левой стороны. А вы знаете, вот-вот что-то и начнется. Что-то такое приятное сердцу, доброе к душе. У кого-то отношения, у кого-то чувства, у кого-то какие-то позитивные сдвиги, изменения в жизни. Что-то, что действительно вот прям улыбнет, порадует. И вы то ли позабыли про этот цветочек, то ли вы на него внимания не обращаете. Но вот-вот и зацветет. А может, в прямом смысле слова, это какие-то очень красивые цветы, которые вот-вот и должны зацвести. А вы вот позабыли немножко про это. Кстати, про забывчивость. С левой стороны напоминалка стоит. Напоминалка
у вас то ли обещание вы кому-то дали, то ли у вас может быть какой-то день, там час назначен. Повспоминайте, проверьте свой ежедневник, проверьте календарик, ну, где вы там обычно записываете, потому что можете забыть, либо вспомните в последний момент, и тяжко вам придется, да, потому что придется там метаться, бегать, успевать, либо быстро соображать. Вот как что-то позабыли мне идет. Дальше, кто себя плохо чувствовал, ну, приболели, либо, может быть, что-то у вас болело. Знаете, вот вижу, что какое-то лечение вам помогает. И помогает достаточно прям конкретно и серьезно, по-взрослому. То есть, допустим, там горло заболело, да, сейчас везде эти кондиционеры, холодные напитки, да, со льдом, либо из морозилки, из холодильника. И очень многие люди могут страдать всякими там ОРВИ, ОРЗ. А у кого-то, в принципе, боль, там, не знаю, ногу потянули, да, либо там поясница болит. Какое-то лечение, там, крем, таблетки, не знаю, горячий чай с медом. Но что-то начинает помогать. Вот вы прям чувствуете, что вам легче становится. И это прям поднимает вам настроение. Да, это хороший знак. Надежда, да, надежда, это надежда на то, что скоро все пройдет и будете здоровенькими, бодренькими, веселыми. Дальше показывают очень маленькую птичку, но эта птичка очень тяжелая, ну то есть весомая, да, имеет вес. Возможно, это будет сообщение, либо человек там 2-3 слова скажет, а, казалось бы, совсем ничего, да, либо там 3 слова написано в смс-ке, но они имеют вес. И птичка у вас летит снизу вверх. То есть о хорошем эта птичка, да? О хорошем для вас, либо очень хорошие новости, либо какие-то перспективы, еще что-то, согласие, одобрение. Хороший знак. Дальше, с левой стороны у вас, видите, такая маленькая бубновая масть вышла. Ну, это либо деньги, либо документы. А лучше и то, и другое, да, все пригодится. Вы знаете, либо это деньги, которые вы ждете, либо это вам как награда, награда за труд, либо награда за то, что вы есть. Ну, какая-то небольшая мне сумма идет, вы получите. А у кого-то еще отыграется, что какие-то документы вы можете получить. Либо документы будут подписаны, да, документы будут готовы. Ну, такой прям хороший знак. Дальше, мои хорошие, руна Фейху. И вот половинка от целого показана. Ну, Фейху сама по себе это про деньги, про материальное, про благополучие. Половинка от целого. Вот что-то целое, круглое было, а вам половинка достанется. То есть не ждали, не гадали, а тут раз и перепало для вас. У кого-то еще может отыграться, что кто-то успешный поделится с вами, ровно вот половинку вам отдаст. Отдаст, потому что вас уважает, любит, хорошо к вам относится. То есть если вот в семье живете, то ваш супруг либо супруга, может, там премию получит, там принесет и вам отдаст половинку от этой премии, а другую половинку на вас либо на дом потратит. А может быть еще и как действительно вот у кого-то что-то произошло, человек получил экстра деньги, и этот человек ваш там родственник, либо какой-то дорогой, близкий сердцу человек, да, вот вам прям половинку отдает. Дальше показан знак помощи. И этот знак вы как будто бы кому-то передаете. Скорее всего, вы кому-то здорово поможете, либо кого-то прям выручите в критической ситуации. И как мимо не пройдете, да? А может быть, какое-то случайное ваше действие будет действительно как помощь человеку в трудной ситуации. Может, вы что-то увидите, заметите, придадите огласке, ну, либо сами вмешаетесь, да? Помощь, вы оказываете помощь. То есть вы там не планировали, не загадывали, не было у вас такого плана, типа сегодня я кого-то должен либо должна спасти. Но тем не менее вы это сделаете. А человек может растеряться очень сильно. В момент, когда вы помогаете, человек может растеряться и даже, вот знаете, ничего не сказать. Но это не значит, что человек не оценил вашу помощь. Когда этот человек придет в себя, когда все уляжется, устаканится, человек выдохнет свой стресс, обязательно скажет вам спасибо, разыщет вас и скажет вам спасибо. А может быть, спасибо это будет некий подарок, почему бы и нет, не только на словах, но и
в виде какого-то конкретного подношения, которое можно и потрогать, и пощупать. И это хороший знак на самом деле, для вас очень хороший. Еще какая-то обновка мне идет, что-то новенькое. Либо это что-то уже купленное, но вы это еще не носили, впервые оденете. Либо вы вот как раз-таки и купите, и оденете. А это, скорее всего, что-то из гардероба, да, какая-то одежда, верхняя одежда. И вещь такая интересная, необычная. Какой-то фасон, либо расцветка. Вы очень много взглядов привлечете. И очень много будет людей, которые с чистым интересом будут подходить и спрашивать, там, где купила, сколько стоит. Вот прям похвалят даже вас за как вкус, за стиль и за умение обретать такие хорошие, правильные вещи. Да, какая-то обновочка. Даже если это не ваш, например, ребенок, да, и вы одели ребенку, то прям к вам подойдут и расспросят, и комплименты сделают. Да, хороший знак. У вас, кстати, вкус очень хороший. Я вот не в первой отсыпке это вижу. Вы прям прирожденный стилист, да. Умеете сочетать цвета, разбираетесь в моде, ощущаете, что кому подходит, да, себя чувствуете в этом плане. И кто вас критикует, они вам точно завидуют. Вы умеете это делать, у вас природный, врожденный вкус и чувство стиля. Да, это вы должны про себя знать. Скорее всего, знаете. Да? Не первое я вам говорю. Другие люди говорили, но опять же, вы же в зеркале себя видите. Вы же видите себя в отражениях чужих глаз. Конечно, это так и есть. Так, еще. Тут какая-то черепашка показана. Но она такая, знаете, уже все, отдыхает. Отдыхает, потому что свою работу она сделала. Возможно, не сразу узнаете, что какое-то долгое дело, либо какая-то долгая ситуация наконец-таки закончилась. Черепашка молодец, и теперь она будет отдыхать. И также, мои хорошие, у кого-то может отыграться история, что какой-то домосед, либо домоседка наконец-таки выйдет из своего дома и куда-то дойдет, либо доедет. Да? Возможно, это вы домосед, либо домоседка. И вот у вас появится желание куда-то сходить, где-то побывать. Это хороший знак на самом деле. Вот здесь у вас крошечный медведь. Вот он прям малыш-медведь. Медведь – это защитник. Это честный, справедливый человек, но может быть немножечко грубоватый, да, либо с такими грубоватыми манерами. У вас прям маленький медведь показан, но маленький да удаленький. Я так понимаю, что вмешательство этого человека, либо имя этого человека, упоминание этого человека произведет фантастически прекрасный эффект. Допустим, вы с кем-то общаясь, либо кого-то зная, можете на этого человека сослаться. Вот пришли вы куда-то, а вам там, значит, отказывают. Вы говорите, а я знаю вашего начальника, либо я знаю такого-то человека, и я к нему обращусь. И сразу же моментально люди в лице меняются, перепуваются, разворачиваются, дежурные какие-то лица надевают, да, и все нормально решается. А может быть, этот человек где-то там далеко от вас какую-то работу проделывает, допустим, решает ваши вопросы, либо за вас, для вас договаривается. Такое тоже может быть. Но вот по линии судьбы, как ключевая роль у этого человека мне идет. Слева некие люди подняли руки вверх, могли бы ноги поднять, и ноги бы подняли. Сдаются, признают, больше как сдаются. Признание своей слабости, признание вашей силы, и вот на волю победителя они сдаются. Интересная, конечно, картинка. Вы этого точно не ждете, вам это, наверное, и даром не надо. Это последнее, о чем вы будете думать, но вот так произойдет, что люди так и скажут: все, мы пас, ты нас там обыграла, выиграла, мы ничего поделать не можем, мы там отступаем, руки умываем, ты крутая, либо ты крутой, а мы так, трава под ногами. Как-то вот 2 либо 3 человека с таким странным разговором, вы, может быть, и ничего не поймете, а если и поймете, скажете: ой, тоже мне дело великое. То есть мне вообще все равно, что вы там делаете, как вы себя чувствуете.
То есть вы последние люди, о ком я буду думать либо переживать. Но вот они прям подчеркнуто сдаются и признают. Дальше в семье, в доме, возможно, будет суета, либо какой-то, вот, я не знаю, разгром, переворот. Ну, допустим, могут прийти гости, и нужно будет там быстренько готовиться, либо после гостей нужно будет много чего убирать. А у кого-то, например, вот детишки, да, там к вашему ребенку придут гости, либо это ваши внуки к вам приедут, и прям все вверх дном не идет. Но атмосфера такая веселая, интересная. В принципе, если планировали делать генеральную уборку, вот прям как сам Боженька велел. А если вы уже сделали генеральную уборку, ну что поделаешь, это жизнь, да, это дети, либо это гости, ну бывает, такое тоже в жизни бывает. У кого-то еще может быть суета, связанная с какими-то сборами вещей. Ну, допустим, вы уезжаете на дачу, либо вы уезжаете в отпуск, и вот нужные вещи, они вот прям как попрятались, их очень сложно найти. И придется там перерывать все шкафы, там тумбочки, все места хранения. И вот, да, спешка еще мне какая-то идет, а может это и не вы будете искать, может там супруг ваш начнет все перерывать, искать там свои трусики. И будет бардак дома. Но опять же, переживете, да, ничего страшного, но просто такое событие показали. Ближе к венцу с правой стороны показан меч. Видите, такой немножко как изогнутый, может это и не меч, там сабля какая-то. И он в ножнах. И это как ваше усиление. У вас появятся либо какие-то аргументы, либо факты, либо доказательства, либо заручитесь, возможно, каким-то законом, выдержкой из закона. Но это какой-то как дополнительный, усиливающий вас и вашу позицию аргумент. Вам не понадобится. Вам точно не понадобится. Вы, скорее всего, будете готовиться, настраиваться. Но когда придете, либо начнется какой-то разговор, дискуссия начнется, нет, не понадобится совершенно. И этот меч вы из ножен точно не вымете. Ну, в этом нет смысла, да? Потому что люди такие сговорчивые, уступчивые, либо люди готовы вас там часами слушать, да, и верят каждому вашему слову, вообще не сомневаются. То есть укреплять позицию не надо. В самом венце показывают вас, вы выше всех и выше всего. То ли вы за эти несколько дней сможете какую-то грандиозную работу проделать, начать и закончить, то ли вы, скажем так, перевернете ситуацию себе на пользу, да, себе во благо. Человек, который обошел всех и вся, там, не знаю, конкуренты, соперники, обошли какие-то преграды, трудности, проделали колоссальный путь, большой объем работы. И теперь, можно сказать, смело будете почивать на лаврах. А это очень хороший знак. Мои дорогие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.